еще хотел рассказать-то про город Удачный, где я жил-то. Я считаю, там с 3 лет, ну, практически до 30 лет прожил. Ну, грубо говоря, очень много лет. И еще в старом Удачном жили, где балки. Потом переехали в город, пятиэтажки. Вот. И город Удачный, он же от Якутска, он еще севернее. Район крайнего севера. Уж не знаю по прямой. Надо, кстати, посмотреть от Якутска до Удачного. Но там, по-моему, ну, больше 1000 километров точно, наверное. Еще на север. Вот. И чем примечателен город Удачный? В свое время там нашли крупнейшую кимберлитовое месторождение, трубку, алмазы. И назвали ее Удачная. Там в свое время была построена, ну, она сейчас есть, эта фабрика, крупнейшая фабрика в мире по добыче, переработке руды, алмазы. Вот. Карьер, один из самых крупнейших тоже, уж не помню сейчас как. То, что вот показывают по телевизору, карьер Мир в Мирном, так там это ребеночек по сравнению с карьером Удачный. Насколько я помню, потому что я этот карьер смотрел Мир и карьер Удачный. Ну, я не знаю, но там Удачный карьер, там, наверное, 3 таких карьера влезет, как в Мирном. Вот. Ну, там такая дырень в земле, вы бы видели. Огромнейшая, там, ну, прям не описать это. В интернете есть, в Википедии, почитайте. Сейчас я могу, конечно, ошибаться, но крупнейший карьер был в свое время. Может быть, уже другой есть. А так в свое время, да, там огромнейшее производство было. Вот. Один из главных ГОКов компании Алроса, самый передовой, грубо говоря. В Айхале, по-моему, я не был, не видел я, потому что он далековато, что-то не ездил на карьер в Айхале, не видел. В Мирном видел. Видел я там, как раз я в этот момент работал в аэропорту инженером снабжения, это в этом авиакомпания Алроса. И там, если кто помнит, случилось-то завал шахты, и погибли эти шахтеры в Мирном. И я вот как раз этот момент помню. Я тогда, как только услышал, поехал к карьеру. И помню, там дно карьера провалилось на шахту. То есть там же, получается, под карьером шахта была. И хорошо, что в этот момент была пересменка. То есть одна бригада, там, грубо говоря, вышла, а другая не успела зайти. И там, ну, остался какой-то технический персонал. Человек 7, по-моему, погибло. То есть вот этот в карьерах тяжелая вода скапливается, ее насосами выкачивают. Вот. И в тот момент, что-то, как-то говорили, насосы сломались, не успевали выкачивать. И, по-моему, ну, условно, из 3 1 только работал. И вот эта вода, она просто... И плюс еще с шахты снизу, ну, представьте, дырка, да, вот в земле. Это дно карьера, а снизу подкапывались с шахты. И, короче, там по технике безопасности, условно, там 100 метров горной породы должно быть. Они меньше сделали. И вот этот факторы сложили все, и обвалилось дно с этой всей водой, массой. Вот это, ну, вода с камнями, вот эта вся, вот эта жижа. Вот, и погибло там 7 человек, по-моему, что ли. В общем, ужасно, конечно. Я помню этот момент, я как раз туда приехал. Вот буквально ЧП это случилось,
как только город забурлил мирный, и спустя час, может быть, я туда приехал, наблюдал это. Там потом пробиваться, чтобы к шахтерам на вертолете Ми-8, по-моему. Бетонные плиты же есть, которые здоровые-то. Он ее подымал и сильно не опускался. Получается, вот на уровне моих глаз. Одно-то тоже там глубокое. И сбрасывал эти, представляете, плиту эту сбрасывал. Бах! В общем, не знаю, чем закончилось. По-моему, все погибли там. Не смогли пробиться, что ли. Так и... Ну, там последствия аварии несколько лет, по-моему, убирали. Не знаю, я дальше не интересовался последствиями этой аварии, ЧП. Но это, конечно, серьезная тема. Вот. Ужасно. Такая вот доля шахтерская, да? То провалится, то взорвется там этот метан или что там, газ какой. То еще что-нибудь. Опасная профессия. Реально опасная. Поэтому они получают зарплаты хорошие за риск. Как-то так, в общем. Шагаем по сопке. Смотрите, вон УАЗик. И снег вокруг него. Выше колес. Такие вот дела. Потом в карьере удачном, я помню, маленький-то был, самосвалы большими, 200-тонными-то, Caterpillar и Komatsu. Здоровенные такие. Ну, кто видел, тот видел. Как БелАЗы-то, вот эти здоровые. Они 200-тонные или скольки, я уже не помню. Открытым способом добывали. Сначала у нас, я помню, каждый четверг взрывные работы. Все знали. И мы по детству, помню, там бабах! Все в округе слышно было. Вот. Взрывные работы. И потом вытаскивали эту руду на фабрику везде вот этими самосвалами большими. А потом уже стало нерентабельно большими самосвалами. Уже потом открыли, ну долго открывали. Больше 5 лет, по-моему. Уже не помню точно. Шахту. Шахтным способом стали добывать эти алмазы. Потому что открытым способом уже экономически невыгодно стало. Потому что чем ниже опускаешь карьер-то, ты же не можешь его вот так вот вертикально опускать. Тебе надо и бока расширять. А вот представь, бока ты расширяешь, воронка-то вырастает. И вот самосвалы же, они по этой воронке вот так шагают и выезжают наверх. И представь, вот этот, они сами по себе потребляют соляру-то, нифига себе. Еще на подъем идут груженные. Там я даже не знаю, сколько они потребляли соляры. Там то, что вот у нас там 30 литров условно, это так у них на чих-пых. Там за сотку точно по-любому. Вот такие дела. Добыча полезных ископаемых. Но потом я уехал. Сейчас не знаю. Но сейчас там шахта работает. Там рядом, по-моему, Нюрба открыли. Там самосвалами стали. Как же эти самосвалы-то здоровые. С прицепом-то гоняют. Есть даже обзор, кто-то делал. Удачный приезжал. Какая-то команда на ютюбе. Тонар, по-моему, называется. Что ли он? Здоровенный. То есть рядом фура с ним стоит, кажется, как будто игрушечная.
А так он выглядит, то есть как самосвал с прицепом. И вот, и они вот там, я не знаю сколько километров, 40 километров что ли, или может больше, они оттуда с месторождения таскают по дороге в удачной на фабрику руду. Ну, а это как его, кимберлитовую-то. Как-то так, в общем. Сейчас не знаю, может там еще открыли месторождение рядом. Не интересовался уже давно. Вот, ладно, не будем долго. И так, наверное, уже долго записал. Воспоминания из прошлого. Так что всем северянам привет огромный! Ой, я с вами! Я с вами! Якутянам особый привет! Светлана с мужем, привет, которые меня смотрят, в Якутске живут. Если досмотрите до сюда, привет огромный. Мужа не знаю, как зовут. Вот. Всем привет. Поехали. Так, сколько у нас до Алдана-то? 92 км. Уже почти. Блин, ну сейчас уже солнце уже скоро сядет. Осталось ну, часик. Где-то так. Уже темнеть начнет. Тяжелее будет ехать. Я еще не спал. Короче, буду ехать по максимуму, да, пока светло. Потом сон начнет клонить. Останавливаюсь, посплю. И сегодня будем шагать прямо будем шагать поближе к Якутску, Бестяху. Я вот думаю, где-то я вот тут метку делал, стоянка, парковка. Ой, кафешка. И там от нее, по-моему, километров 100 остается до Бестяха. Ну там уже так по равнине шагаешь вдоль Лены. Нормально, там встанем, если что. Там, по-моему, только вот с интернетом проблема. Но это у меня сейчас до Алдана. До Алдана. Еще от Алдана, наверное, километров 300. Еще проехать надо будет. Ладно, все, поехали. Так, ребят, ну что ж. В Алдане сейчас заправился. 500 прямо тютелька в тютельку зашло. Кстати, от Читы до Алдана сколько километров? Вот можно посчитать примерно. С каким расходом я пришел. Ну-ка, пока интернет есть. Чита. Так, Чита. Навигатор нам показывает 1610. Прям причем до центра. Ну да ладно, 1610. И 400 литров. 500 на 1600. Сколько я сказал? 1610, да? 31 литр 0,5. Нормально, я считаю. С учетом всех перевалов. Неплохо. Но я легкий тоже был с другой стороны. Ну там же, извините, после Читы-то подъемы, спуски, перевалы, такие Якутия тоже. Так что мне кажется, нормально. Если бы с 20-кой, конечно, побольше был бы расход. А так в целом нормально я прошелся. Ну там, да, нормально, 31. В общем, у нас ветер попутный еще, в спину дует. Соответственно, нам помогает. В общем, ребята, все, дальше выдвигаюсь. Вроде сейчас на ветру, на холоде-то взбодрился, сон прошел. А так ехал до Алдана, что-то у меня прям вообще спать хотелось. Ну, сейчас согреюсь, так, наверное, опять начнется. Посмотрим, сколько смогу, столько проеду. Остановлюсь. Там дальше есть пару населенных пунктов, если что, там остановлюсь.
В общем, мне до точки, там где примерно хочу переночевать, 252 км. Показывает 4 часа езды. В общем, ладно, ребята, едем дальше. Все нормально, все хорошо. Все отлично. Ребята, работаю еще, работаю. В общем, от Невера пройдено, сейчас столбик был 837. И от этого сколько? От Ерофея до Невера там 150, да, 200. Что я уже не помню. Ну, короче, уже больше 1000. 69 там до этого населенного пункта. Надеюсь, там место будет. Встанем там на ночевку. О, кто-то появился. Ну, получается 840 плюс 70. Это 900. Ну, грубо 900, значит 1100, я говорил. Ну, 200 километров, 240 остается до Бестяха. С утра я выезжал, было 1300, да? По-моему. Ну да, 1100 где-то сегодня тоже сделаю. Чего-то 2 дня подряд 1100 делать, конечно, тяжеловато. Но я это сам выбрал, сам решил. Никто меня не заставлял. Месяц надо закрыть с пробегом хорошим. То есть у меня 27-го будет 18, я пока доеду, да, с копейками. Ну, если еще загружусь вовремя, то 28-го еще, ну, 1000-то навряд ли. Ну, 18 с половиной, где-то 19, опа, будет. В принципе, нормально. Месяц короткий, просто 28 дней. Если было бы 30 дней, 31, то я бы нормально бы 22 бы сделал, точно. За 20-ку бы уж 100%. Но месяц короткий. Чуть-чуть так вот не повезло с месяцем. Там просто дополнительная оплата, поэтому я вот думаю, надо под конец месяца заработать. Так что вот, еду немножко, свечка тухнет, начинает. Тухнет. Тяжеловато, тяжеловато. Тем более здесь, когда средняя скорость маленькая. Особенно до Алдана едешь и едешь, думаешь, да когда уже приедешь ты эти 600 километров? После Алдана так еще более-менее. Ну, асфальт тоже местами, конечно, уже уставший. Вот как сейчас, допустим. Видите, он волнами. Приходится скидывать скорость. Так что как-то так. Все, остается завтра финишный рывок. И будем заканчивать рейс. Кто-то меня догоняет. Ничего себе. Ничего себе. Ха-ха-ха. Ладно, ребят. Все. До завтра. Завтра... А, кстати, сейчас сколько местного-то? Ну, 9. Нормально. Сейчас доеду еще. Сколько там осталось? Час. Грубо говоря, в 10 лягу спать. Пол 11. Часов 5 встану. Так и нормально. Пока перееду речку. Часам к 9-то буду, 10. Может, завтра и разгрузят. Потому что там что-то сказали, с пропусками сложно. Туда-сюда.
долго выписывают. Можешь и простоять целый день. Послезавтра разгрузят. Если уже 28-го разгрузит, то тогда, значит, едем на загрузку, а там уже как получится. Будем отдыхать. А, так это легковая. Я думал, нифига себе. Фура меня догоняет. Это легковая. Либо маленький грузовичок. Давай, обходы. Обходы, говорю. Никого нет. И что это у нас? Патриот. По фарам вижу. Какой я красавчик. Патриот. Ладно, ребята, все тогда. До завтра. Сейчас доезжаем. И спать сразу же. Поехали. Доброе утро, ребята. Дамы и господа. Катим дальше. В общем, поставил будильник на 6 часов. И же бывают же такие моменты. Вроде полдня ехал, спать хотел. Я приехал, встал. Не могу уснуть, и все. Да что ты будешь делать? В общем, в 6 утра проснулся, кое-как. Мне надо еще поспать. На 6:30 поставил. Проснулся 6:30. Давай на 7. Короче, в 7 встал. Ой. Короче, сейчас кто-то там сзади навстречу ехали. Короче, говорит, на 990-м самосвал стоит. Говорит, просил передать по рации, чтобы кто-то остановился. Вот. И что-то... Сейчас я слышал, уже подъезжаем, 988-й. Сейчас тормознемся, узнаем, что случилось. Потому что, я так понимаю, никто не останавливается. И главное, по рации вот кто-то кричал, он говорит, Ситрак. Вот сейчас Ситрак проехал в канале, там самосвал. Ехал какой-то. Что случилось, во-первых, и что никто не останавливается. Это во-вторых. Ладно, едем, сейчас узнаем. Там что-нибудь есть, может, шиномонтажка, где там дальше есть. Ну, айда, поехали. А что случилось-то у тебя? Да, блядь, одну запаску поставил, второе колесо ёбнуло, все пиздец, надо. А, все, вижу. Давай, поехали. Садись, бери вещи. Что, это красноярские ребята, да? Да. Так, ладно, сейчас приберемся. Саню довез до кафешки. Скамейка в канале, вот на Тынду идешь. Скамейка в канале. Слушай, дружище, там на 990-м километре 4 самосвала должны стоять, либо навстречу уже колесо поменяли. Передай по рации, скажи, что на 1073-м, вот сейчас кафешка у тебя будет. Напарник у них там ждет, Саня. Все, понял, не забудь. Короче, как-то так. А, у меня запись-то включена. Я еду себе спокойно. Жду еще одну машину.
Сейчас надо парочку сказать, чтобы уж наверняка. Ладно, ребята, в общем, довез я Саньку до кафешки, где связь появилась. Он там остался, позвонил там шефу. В общем, они-то думали, что они там вдвоем едут с напарником. Короче, ребята с Красноярска, там Санька и, по-моему, как же, Баир, по-моему, он сказал, с Тувы. Вот они вдвоем. И два колеса, короче. Сначала запаска одна, потом поставили, и потом через какой-то километр еще одну, короче, без запаски. И он думал, они в 4 машины идут, то есть 3 машины. Нижний Бестяк, то вот сейчас мы едем, да, на улице-то справа будет, вот это, как там, шоссе какое-то. И с левой стороны, что ли, да, это будет, где грузиться. А, ты про Рудой имеешь в виду? Там, короче, направо надо будет поворачивать. Ну, сейчас покажу. Там танк еще с левой стороны. Ну, по крайней мере, сколько я раз там грузился, с правой стороны было. Понял, понял. Сейчас я посмотрю, может, у них адрес изменился, конечно. Ну, вроде база у них там. Так, ладно. Что-то прям выскакивает жестко. Не осел, да, или что ты? Так, ребята, Нижний Бестях. Тут с Иванова товарищ. Покушали, он первый раз, говорит, здесь. Я говорю, поехали. Я тоже, говорю, здесь первый раз. Ну, в этом году первый раз, да. Сейчас я вам покажу, где грузиться будем. «675» в канале КамАЗик. Вот тут столовка, в принципе, покушать можно. Где? Вот тут справа, что где? И там слева. Ну вот справа была сейчас Бристоль там. Так, и сейчас покажу ему. Вот сейчас вот я покажу, где поворачивать, и там дальше будет загрузка. Сейчас скажу. А вот он мне навигатор тут показывает. Заправка, что ли, была только что? За заправкой направо. Нет, почему уже проехали? Вот здесь вот поворачиваю. Вот видишь, заправка. Вот Майя направо. И вот там вот дальше метров 100-200 увидишь указатель. И вот там сворачиваешь тоже направо. Понял, понял. Вот видишь, слева танк. Вот там вот дальше за заправкой, по-моему, еще дальше. Вот там вот сворот есть. ГИС-2, они мне сказали. Указатель держать шаг. Так, сейчас надо нам переправу. Сейчас спросим, где она в этом... Ну, как сказать, я уже давно на переправе-то не ездил. Вот в чем. В каком месте она? Сейчас съезд-то на речку. Ладно, ребята, сейчас чуть позже включимся. Сейчас пока по Беслану. Ой, Беслану, господи, Бестяху.
кафе. Шаурма даже есть, смотри-ка, на углях. Ай, на мангале. Шашлык. Вот магазинчик неплохой. Большой выбор здесь. Вот, если что, магазинчик неплохой. Вот здесь вот слева. Большой выбор. Понял, понял. А тут мойки у них нету грузовой, нигде случайно? Слушай, не в курсе. Беларус. Сельхозтехника. Так, ладно, давайте сейчас позже. Так, ребят, ну что ж, спускаемся к Лене. Лена, привет! Аккуратненько, здесь такой спуск крутой. Записывает ли? Записывает. Видите, она вся в этих, во льду, как сказать, крошево такое, да, изо льда. Так, надо искать. А, вон съезд. И вот он, легковушки едут. Ребята, а съезд дальше, да? Не подскажете? Тут переправа. И до конца, не ошибешься. Все принято, спасибо. На барже вот здесь слева. Если что, вот на барже вот здесь вот слева заезд есть. И дальше еще. Понял, но он меня так и ведет туда дальше. И вот еще здесь вот тоже паром ходит. Вот здесь вот. Аям. Так, ну что ж. Через 500 метров поверните налево. Я уже 2GIS забил там адрес, потому что навигатор нету этого адреса, а в 2GIS есть. Сейчас он будет тоже показывать, подсказывать. А, ну это вот, где мы тоже стояли здесь сколько суток. Сейчас к Лене подъедем. Я вот еду, думаю, надо остановиться на Лене, да, фоткать. Правильно. Мы легкие, не провалимся уже. Да, мы вот здесь стояли, когда летняя баржа закончилась, сюда приехала другая баржа, чуть подороже. А потом мы переехали в Тертюк на ледокол. И вот там вот, конечно, веселуха была. Сейчас я тут для телеграмма
Так, ребят, ну что ж, Нижний Бестях, подъезжаем к Лене. Легковые налево, грузовые направо. А мы направо, да? Ага, вон она. Да, по-моему, я в каком-то году тоже так же ехал. Съезд такой же, вот туда легковые. Видишь, тут какой подъем-то. Такой нормальный. Тут с подъемчиком с газом надо проходить. Так. Опа, опа. Ну, нормальный съезд. Опа, опа, опа. Ну вот мы и на Лене. Хе-хей. Потоки разделенные, то есть это в эту сторону, а это в обратку. И плюс легковые еще отдельно, я так понимаю, бегают. Вон, видите, легковые побежали. Интересно, сколько глубина под нами, а? Как думаете? Ваши предположения, дамы и господа? Я думаю, уже больше 10 метров точно. Так, я, наверное, сейчас тормознусь, так поснимаем, пофоткаемся. Опа-опа, нихера чистый лед. Так, сейчас я сейчас тормознусь, ты, если что, езжай. А что у тебя случилось? Да не, на память сфоткаюсь. Останавливаться можно вообще-то? Да херово знать, не знаю, наверное, нельзя. Сейчас. А быстренько. Записывается? Да, записывается. Давайте, ребята, быстренько по льду пробежимся. Быстро, раз-два. Быстро, ребята. А то у меня что-то сейчас ай-яй-яй сделают. Бежали. Хо-хо. Ну вот мы и на льду Лены. Ну вот шахманчик. Так. Смотрите, лед. Опа! Ну все, ребята. Поехали. Сфоткал я. Вообще лед, просто лед. Класс. Так, ладно. Ну что ж, вот переправа ледовая. Нижний Бестях, Якутск. Река Лена. Катим. Все тут поливают. Неплохо поливают. Прямо вон, смотрите, несется. Что там? Шахман, да? X3000. Вот так сейчас будем ехать.
Я уже думаю, тут больше 10 метров глубина-то. Тут она, наверное, глубоководная. Метров 50-то есть, наверное, уже. Хотя хрен его знает. Какая глубина-то здесь. 6×4, как серьезно. Местные ребята. Блин, нифига, тут каток. Тут коньки можно одевать. Кататься прямо четенько. Ху-ху-ху. Чистый лед. Так, давайте мы этот КамАЗик обойдем. Чистый лед. Вот, и причем, смотрите, видите, как бы лед-то неровный. То есть он же, когда замерзает, он друг на друга наплывает, и вот он все застывает. И по сути, вот прям, как назвать-то? Видите, да, какой лед? Он такой весь в кусках льда, замерзших сверху. А здесь вот он ровный. То есть, ну, я думаю, что за столько лет уже технология отработана. Видать, его как-то выравнивают. Потом сверху заливают водой, возможно. Не знаю, даже предположить не могу, как эта технология делается. Вот. И плюс, сейчас я видел эти дорожники. Вот отсюда вопрос. У них же, наверное, дорожники не так должность, наверное, называется. Не дорожники, а ледовники, наверное. Они же не на дороге, а на льду. Ну, я так уж шучу, конечно. Понятное дело. Далее через 200 метров снова направо. Ой, блин. Вот, и видите, какой ровненький здесь. Ну, местами, конечно, неровненько. Ну, в общем, лед так лед. Вроде никому не мешаем. Я вот так посерединке-то иду. Давай-ка мы, наверное, правее возьмем. Ах, аж... Ну, вроде и солнца нету. Представляете, он как если бы солнце было, слепило бы. Потоки разделенные. Один вот как бы... Она широкая дорога-то. Не знаю, сколько здесь полос. Но вот в обратку идут, видите, вот по той стороне. И глубина. Я думаю, что здесь вот, блин, конкретно глубоко. И лед толстый, больше метра, это точно. Привет! Что там, меня КамАЗ догоняешь, да? Давай-ка прибавим. Которого обогнал. Что-то мне дорогу плохо видно, честно говоря. Ну-ка, очки попробуем. О, кстати, получше. Я хоть вижу этот. Бугорки видно, а то тут вообще ничего не видно. Ну ладно. Ладно, ребята, позже включимся. Принял. Все, ребята, перебрались. ДТП? А где ДТП? Не понял. Или это не мне? А, это не мне, наверное. Так, и сейчас... Ага, вот мы где выехали. Все, я понял.
Так, ребята, ну что ж, перебрались. Якутск, наконец-то. Рейс заканчивается. Браво, ребятушки. Эй, я добрался. Я красавчик. Все целехенько. Тьфу-тьфу-тьфу. Нигде ничего не побито. Кстати, ось подвешенная. В Омске я вешал. Как бы все окей, доехала. Так, ну ладно, ребят, сейчас доедем и уже концовку запишу. Сейчас мы, наверное, к Аяму выедем. Где-то тут с Аяма ты выезжаешь. По-моему, где-то тут. Если я не ошибаюсь. Сейчас, подождите, ребята. А, вот ДТП. За трубой. Вот все, я понял теперь за какой трубой. ДТП. Так, подожди-ка, а этот... Опа. Тихо. Расхлестались. Так. Путь. Что тут летел? Ребята, ну что ж. В общем, нашел я место, куда встать. Тут тоже вон машины стоят. Заправка. Саханнефтегазбыт. В общем, сказали ждать звонка, потому что 2 склада. Неизвестно, на каком складу будет выгрузка у меня, потому что привозят-то разные эти, как сказать, запчасти или что там. Ну, блин, эти, как их, сэндвич-панели. Вот, и, соответственно, может быть и на другой склад, не по этому адресу. Вот, жди звонка, неизвестно, сегодня-завтра выгрузка будет, поэтому сейчас отдыхать буду, отсыпаться. Что еще? Ну все, рейс выполнен, все нормально, все хорошо. Ждем разгрузочку. А вам спасибо, что досмотрели до конца. Что там еще? Оставляйте комментарии, обязательно делитесь видео. Что еще? Ставьте лайк. Ну все как обычно, все, пока-пока, обнял.